народного творчества в этом году реализовал 3 проекта в рамках народного бюджета. С творческим десантом посетил поселок Харута и село Мужи, а также приобрел костюмы для домов культуры. Ведь впереди не меньше выступлений, а зима уже на пороге. Елена Кононова о том, чем будут удивлять в этом сезоне приполярные артисты. Кофты и кокошники, стилизованные национальные костюмы Дома культуры села Аджваом шили в Иваново по спецзаказу. Сотрудники присылали фото с образцом. Костюмерное учреждение пополнить удалось благодаря проекту «Народный бюджет». На 600 тысяч рублей сшили 6 женских комплектов и 16 костюмов с утепленными куртками, плюшовками. Так что в обновках можно будет теперь выступать не только в помещении, но и на улице. При Полярье, где зима особенно суровая, это важно. Мы очень довольны, что в год столетия Республики Коми ЦНК выиграла аж 3 проекта, и все мы реализовали уже в этом году. Осталось только написать отчеты. 2 проекта из них это по костюмам. Мы шили сначала костюмы для сельского дома культуры села Касьявом. Это коми-ижемские костюмы. И буквально на днях мы получили новые костюмы сценические для сельского дома культуры села Аджваом. Дом культуры Касьявома свои обновки уже получил. 10 женских комплектов, 6 стилизованных нарядов для девочек-подростков и 6 костюмов охотников для мужчин. На все про все ушло более 300 тысяч рублей. Часть костюмов мы уже презентовали в Мужах, то есть мы там давали концерт в 2 отделениях. В первом отделении мы выступали в коми-ижемских костюмах, а вот вторую часть концерта мы уже выступали в новых костюмах. Как отмечает в Центре национальных культур Инты, база по сценическим костюмам пополнилась за последние годы существенно. 2 года назад удалось обновить не только одежду, но и обувь. Пошили специальную для танцевального коллектива. Теперь артисты выступают во всей красе. А недавно здесь организовали для горожан и фотоакцию. Все желающие интинцы могли нарядиться в национальные костюмы и сделать фото на память. Задумка тут же нашла отклик у местных жителей, а потому в Центре затею решили продолжить. Елена Кононова, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.